Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Махарбек Хадарцев возглавил собрание представителей Владикавказа 6-го созыва. Его кандидатуру Гордума поддержала единогласно. Сегодня новый руководитель принял присягу. В Северную Осетию с рабочим визитом приехали московские врачи, гематологи и онкологи. Столичные медики посетили детскую клиническую больницу. Кроме этого, специалисты провели семинар для врачей. Основная цель визита – совершенствование медико-генетической помощи в регионе. Молодой юмористический жанр стендап осваивают осетинские комики. Во Владикавказе открыта площадка для шуток в стиле повествования. Попробовать удивить своими шутками здесь может любой желающий. Эти и другие темы далее подробно. Единогласным решением на первой сессии собрания представителей 6-го созыва главой муниципального образования города Владикавказ был избран Махарбек Хадарцев. Единственную кандидатуру Гордума поддержала всем составом. Экс-депутат Госдумы принял присягу, поклялся выполнять все должностные обязанности. В жизни города нет второстепенных вопросов, потому что организм большой и сложный, потому что потребности у них не самые разные. Но я надеюсь на результативную работу нашего депутатского корпуса, на плодотворную работу с городской администрацией, на взаимопонимание и тесное взаимосотрудничество с ней. С новым назначением Махарбека Хадарцева поздравил и глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Он подчеркнул, новый состав городской думы ждет очень ответственная работа. Очень многое сделано, очень много проблем. Чем больше делаешь, тем больше скрывается проблема. И вас это ждет всех. Будут моменты, когда вы будете себя чувствовать победителями. И мне хочется, чтобы этих моментов было чаще. Будут моменты, когда вы будете испытывать жесткую критику со стороны жителей города, населения. Избиратели будут вам напоминать, для чего вас избрали, чем вы там занимаетесь. Это тоже правильное недовольство. Оно не должно никого расстраивать, оно является новым стимулом для того, чтобы решать задачи, которые ставят перед нами жители. В этот же день избрали и состав мандатной комиссии. Ее председателем стал Аслан Батыров. Кроме того, утвержден секретариат и счетная комиссия собрания. Рая Дзантьева, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. В Северную Осетию прибыли ведущие специалисты в области онкологии и гематологии. Главная цель их визита – улучшить качество медицинского обслуживания детей и подростков с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В рамках визита в Северную Осетию врачи посетили отделение гематологии и онкологии детской республиканской клинической больницы. Оно открылось около 2 лет назад и на сегодняшний день оснащено всем необходимым медицинским оборудованием. Мы приехали сюда для того, чтобы помочь в организации здесь полноценного такого отделения гематологии и онкологии для детей и подростков. В Советском Союзе дети с онкологическими заболеваниями были прикреплены к онкодиспансеру, что мы считаем неправильно, потому что эти дети должны находиться на профильной детской больнице. Отделение рассчитано на 20 коек. Совсем недавно здесь решилась важная проблема. Появилась возможность сделать биопсию на месте, не выходя из здания. Для детей и их мам предусмотрена столовая. В одном из помещений находится действующая часовня. Создать максимально комфортные условия – главная задача персонала. Я хочу воспользоваться случаем поблагодарить заведующего отделением Марину Викторовну Бурнацеву, лечащего врача Техову Татьяну Викторовну за очень внимательную работу, заботу о больных. Я могу сказать, что я буквально поражен, как они очень внимательно работают. И притом не только они, но и весь персонал. После обхода отделения московские врачи провели консультации больным. Затем доктора собрались на консилиум. Совместно с Минздравом было принято несколько важных решений. Мы договорились уже о том, что на рабочее место поедет наш доктор-онколог-хирург. На рабочее место будут принимать наших гематологов детских туда. И там они будут специализироваться. Плюс ко всему, попутно и косвенно еще договорились о том, что целая бригада неонатологов приедет в республику во главе с академиком Воробьевым, а это патриарх всей неонатологии Российской Федерации. И мы систему маршрутизации наших больных, систему оказания медицинской помощи детям первого месяца жизни уже отработаем
в окончательном варианте здесь, на территории республики, с тем, чтобы мы не теряли деток. После посещения больницы делегация отправилась в медакадемию, где профессор Румянцев провел семинар для врачей, гематологов, онкологов, педиатров, хирургов, а также ординаторов и аспирантов. Образовательный проект продлится 2 дня. Общие усилия московских и региональных специалистов помогут усовершенствовать медико-генетическую помощь в регионе. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Жажда знаний и новых приключений. Никита Васильев из Чувашии уже полгода покоряет просторы России. 5000 километров пути уже позади. Сегодня у молодого путешественника новая задача – познакомиться со всеми республиками Кавказа. На несколько дней он остановился в Северной Осетии. Маршрута как такового нет. Я езжу, как говорится, куда ветер дует. Бывает и против. Маршрута нет. Основные это большие города. В основном это большие города республик, потому что там можно посмотреть, как говорится, цвет народа. Уже 18 лет Никита автостопом объехал Белоруссию и Украину. Затем было велопутешествие по родной Чувашии. И только потом он решился отправиться в такую дальнюю дорогу. Любовь к странствиям у молодого человека в крови. Дома в Чебоксарах он учился на географа. Теперь от теории перешел к практике. Как ты оцениваешь вообще вот такую смелость и вот такую стойкость характера? Я только приветствую таких людей. Они очень интересные, они могут много рассказать. Поэтому я сам люблю кататься, поэтому я его понимаю. За день странник преодолевает более 100 километров. Различные культуры, народы, архитектура городов и уникальная природа. Со всем этим Никита знакомится лично. Самые интересные моменты публикует в своем блоге в социальной сети. Молодой путешественник всегда ездит один и принципиально без денег. Он уверяет, так интереснее. Палатка, коврик, спальник и теплые вещи. Вот и весь его багаж. Во Владикавказе Никиту встретили виртуальные друзья. Ночевать он тоже остановился у них. Но чаще всего путешественник ищет уединенные места. Спит в палатке, а еду готовит на костре. А не бывает ли страшно вообще вот ночью оставаться одному в палатке? В палатке не страшно. Вот бывало только в горах, когда я ездил на перевалы. Очень много шакалов на склонах, и по ночам, когда они воют всей стаи, бывает жутковато, конечно, а так все нормально. Многие из нас также хотят путешествовать по миру, но жизненные обстоятельства не всегда позволяют осуществить мечту. Однако пример Никиты Васильева все же может вдохновить многих. Финишной точки у велосипедиста нет. В ближайших планах дорога в Закавказье. Ирина Дзабаева, Алан Гасанов, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Самати, Халгон, Зевгиш. Через эти села лежал маршрут студентов Североостинского госуниверситета. Взяв рюкзаки и отличное настроение, ребята отправились в путь. Такие походы, как правило, они нужны для поддержания формы и для популяризации вообще туризма в целом. То есть изначально в поход вообще, в первый раз может не каждый пойти, ему не хватает его физической формы. И для того и существуют такие походы, то есть люди ходят, знакомятся, понимают, им надо, это не надо, нравится. Сберечь силы в походе помогали короткие привалы. Отдыхали с пользой для ума. Ребят знакомили с историей населенных пунктов, через которые пролегал маршрут. Есть версия, что здесь ногайцы раньше жили. Почему так думают? Вот на этой башне, если ближе подойдете, там прямо на углу есть камень, и на нем есть пиктограммы. Ну, их относят к ногайским. Как бы одна из версий, то, что это ногайские пиктограммы. Мы поднимаемся уже 2 часа. Я не знаю, сколько мы будем еще идти, но силы у меня уже на исходе. Как и у многих других участников похода. Неудивительно, ведь большинство впервые отправились в такое путешествие. Ясное небо, улыбки, песни. И никакая усталость не помешала ребятам покорить вершину. Мы проводим весело время, играем, развлекаемся, наблюдаем за этой красивой природой, и нам весело, нам хорошо. Вообще сегодня сбылась моя мечта.
Я в Доне отдыхала 2 раза, и каждый раз уходила и смотрела наверх и думала, как же там наверху хорошо подняться вот туда. И вот сегодня, можно сказать, исполнилась своя мечта. Я счастлива. Мне все очень нравится, все замечательно, отлично. Конечно, пойду. Ознакомительный поход прошел с пользой для здоровья, ума и души. Многим подъем в гору дался непросто, но несмотря ни на что, в памяти у студентов сохранятся лишь самые теплые воспоминания. Анжела Дзасохова, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Камеди-бар «Подвал» открывает свои двери для любителей изысканного юмора. Самые смешные и креативные покажут себя на сцене. Ну а на что способны начинающие комики, мы проверим сегодня. В Осетии очень трудно взять интервью. Люди панически боятся камеры, пытаются убежать от нее, особенно девушки. Они делают это смешнее всего. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Не снимайте меня, пожалуйста. Ладно, не буду. Подожди. А когда вы это покажете? Уютная обстановка, новые таланты и полный зал зрителей. Каждый, кто считает себя смешным, мог попробовать свои силы в жанре стендап. Он новый для Северной Осетии. Задача участников – рассмешить, удивить, а иногда даже шокировать публику. Возможность выступить получили все желающие. А теперь представьте случай, который никогда не произойдет в Осетии. По всему миру создаются места, где собираются юмористы. Они делятся интересными и своеобразными мыслями. Владикавказ не исключение. В республике много талантливых ребят. Им есть что представить на суд зрителю. Именно эта площадка – стартап для начинающих комиков. Готовились мы весьма-таки долго, на протяжении фактически 2 месяцев. Переживания, естественно, есть. Это первое выступление на уровне комедии. Так что сказать? Своим соперникам, у меня нет соперников, я пожелаю лишь своим друзьям удачи и хорошего выступления. Дуэт Рулон Обоев, мы вас приветствуем. Главными гостями вечера стали резиденты юмористического шоу Comedy Battle, дуэт Лена Кука и уже полюбившийся участник Comedy Club Сергеич. На самом деле очень круто, особенно атмосфера. Здесь люди пришли отдыхать, посмеяться и абсолютно... Даже если человек выходит, его просто встречают уже аплодисментами, это очень круто. То есть люди настроены на юмор. Самый шикарный просто зритель, мы всегда это говорим, это в Осетии. Прям очень теплый зритель. Мы готовы бесплатно приезжать сюда ради такого зрителя. Собственно, как сейчас и произошло. Нет. Нет. Очень вкусное мясо было, да. Стендап – это беседа со зрителем. Главное правило – не бояться говорить прямо, смело и ясно. 12 молодых резидентов уже показали себя. Восторг присутствующих чувствовался по улыбкам и бурным аплодисментам. Каждый день Comedy-бар «Подвал» будет устраивать вечеринки абсолютно разных направлений. Это будет просмотр кино, свободный микрофон, комедий, игра в мафию. Каждый желающий может прийти сюда и застать какую-то вечеринку. Ежедневные вечеринки разного формата позволят найти даже самому капризному посетителю что-то интересное. Число комиков будет расти, а раз в месяц в бар намерены приглашать известных артистов, которые уже не первый год работают в жанре стендап. Ирина Дзабаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Tonight,